Zaman hayırlı olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk. Efirde GRT kanalı Gagauzya Günden programmasının hem götürücüsü ben Polina Barbova. Bugün bizde stüdyoda bulunurlar Tomay Kyiv futbol komandanın treneri hem Ivan Serafimovic Nedyalka anması için turnirin kurucusu bu Alexander Demogla. Zaman hayırlı olsun size de çok sağ olun geldiniz. Bugün katılırsınız bizim kulübümüze. Hem de Ivan Serafimovic Nedyalka'nın öğrenicisi futbol treneri Alexander Beko. Zaman hayırlı olsun size de. Çok sağ olun. Hani bulduğunuz vakitte geldiniz bugün. Yazalım diye bir meraklı programa çünkü var ne anladasınız bizim seyredicilere, bizim misafirlere. Saygılı seyrediciler, bu kısa aralıktan sonra biz yine buluşacağız. Bu stüdyoda kalın bizimle. Saygılı seyrediciler, Gagauzya yaşayanlar hem de misafirler isterim söylemeyen programı biz bugün götüreceğiz Rus dilinde çünkü misafirlerimiz isterler siz hepsini anlayasınız, ne onlar bugün anlatacaklar. 26 июля в селе Тамай состоялся традиционный футбольный турнир памяти заслуженного тренера Республики Молдова Ивана Серафимовича Недялка. Для многих поколений футболистов он был не просто наставником, а человеком, который воспитывал характер, дисциплину и любовь к спорту. Сегодня вспомним его жизненный путь, поговорим о турнире, который уже стал доброй традицией, и о том, каким был этот человек глазами тех, кто его знал и у кого он был тренером. Начнем, наверное, с организатора данного турнира Александр. Турнир уже стал традиционным. Как появилась идея проводить его именно в память об Иване Серафимовиче? О вашем дяде, скажем. Да. Здравствуйте, дорогие слушатели. Очень приятно, что пригласили и уделили внимание нашему этому турниру. Так как турнир является, как бы сказать, непрофессиональным, турнир является на уровне любительского. И очень приятно, что взялись осветить это наше мероприятие. В первую очередь идея турнира создалась сразу моментально, потому что Иван Серафимович умер 6 июня 2021 года. И что самое занимательное было, что именно в тот день мы собрались с командой, пошли его навестить. И после того, как мы его навестили, сидели вместе и думали, вот сколько он как бы будет жить еще, потому что тяжело болел в последнее время. И уже где-то было начало первого, и нам сообщили, что он покинул нас. Ну, то есть, мы мы успели все с командой получилось так, что побыть у него. В тот день мы пришли его навестить со всей командой. Это было во второй половине дня. Да. И вечером, часиков где-то 11:30 мы сидели, тоже с командой отдыхали, после этого все переваривали, потому что для нас он человек, как бы сказать, родной, значимый, родной. Лично для меня он родной, потому что он старший брат моей мамы, то есть это мой дядя. То есть последние минуты жизни вы были вместе с вашим тренером? Да, получилось так, что вот и уже сразу на месте, как говорится, услышав эту неприятную новость, мы сразу с ребятами решили, что мы должны дать дань уважения этому человеку, который вот отдал всю жизнь футболу, отдал всю жизнь работу с командой, с детьми, потому что даже на данном опыте Саша, как говорится, профессиональный тренер, он учился, обучался этому, и он знает, что такое работа тренера, он работает с детьми, он является тренером муниципальной спортивной школы Чадерлунги, он является тренером футбольного клуба «Таур». Я, как в свое время тоже работая, всю жизнь проведя в футболе, тоже занялся идеей, проходил курсы, обучался в Кишиневе на курсах тренера. Ну, получилось так, что мне не получилось на последний экзамен поехать. И получилось, что тренер я по факту только в сердце, в душе. Вопрос будет к следующему Александру. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы занимались у Ивана Серафимовича? Ой, очень много. С 5 лет. С 5 лет до какого возраста? 15 лет. С 5 до 15, 10 лет? Да, именно у него. Потом я уехал в спортивный лицей здесь, заканчивал, но помимо лицея я всегда играл за Тамай. В чемпионате Гагаузии, турниры, если были, всегда играл за село. Мне это нравилось и до сих пор люблю играть за село.
Александр, но в любом случае 10 лет – это, скажем, огромный промежуток времени. Скажите, пожалуйста, каким он запомнился? Целеустремленным. Человек, который любит футбол. У него была страсть к этой игре, он мог думать о футболе постоянно. Постоянно. То есть он этим пунктуальный. жил, да? Да, это Его хобби. Это хобби и страсть. Человек нашел себя в этом деле. Сколько на сегодняшний день занимается, скажем, ребят именно этим видом спорта, футбола в Тамае? У меня около 35 После детей. его смерти прибавилось, скажем, количество детей, которые заинтересованы именно в этом виде спорта? Был период, когда я еще не работал, и вот он тоже по состоянию здоровья, да, и у нас футбол постепенно угасал. И как только я взялся, постепенно сначала одну группу, потом вторую, и вот сейчас у меня детки есть, играем в чемпионате Гагаузии совместно со школой. Вы Нашей только делаем, да, общую команду. Вы только детей обучаете футболу? На данный момент, да. Это какой Сейчас возраст у дети. детей? У меня там возраст 7, 8, 9 лет и 11, 12, 13 лет. А в основном это ребята или есть и, скажем, девочки? Была девочка, но она сейчас уже занимается здесь, в Камрате. В Камрате. Была девочка, да. Сколько лет ей? Так, она, по-моему, 2012 года. 15 лет. 14 лет. 14 лет у нас занимается в футбольном клубе «Аскер» у Александра Данилова. И даже я вам скажу, мы вот... Она очень перспективная девочка, да, которая может в Достичь будущем определенных что-то результатов. добиться. Хочу отметить, что вот именно в субботу мы во второй половине готовили поле, косили, делали линии, готовились к турниру. Девочка пришла сама с мячиком, разложила лестницу, поставила фишки, сама себе, тренером говорю, ты что здесь? Говорит, у меня есть цель, я горю желанием, мне горят глаза этим футболом. Давайте еще, я провожу, когда тренировки, она приходит, и я тоже беру ее в команду с мальчиками. Она играет постоянно. О ком мы сейчас говорим? Как ее зовут? Фамилия... Ее зовут Иванка. Фамилию я вот не помню, не могу вам сейчас сказать. Демчок. Кажется, Демчок. Ладно, насколько сложно каждый год организовывать такой турнир? Кто помогает, Александр? Вы как организатор турнира. В первые годы, когда я еще был в первом созыве совета, мы решением совета утвердили определенную сумму на проведение турнира. То есть, по факту, на данный момент у нас главные спонсоры – это Примария. Первые годы очень активно помогли ребята, воспитанники. Очень большая диаспора футболистов есть в Москве. И первые несколько лет, когда еще положение было у нас политическое в стране позволяло, я просил, они собирали, скидывали деньги тоже. То есть мы делали этот турнир первые годы очень масштабно, очень, как бы сказать, красиво. И поминальный стол красивый ставил. Сейчас мы уже более сжаты в бюджете турнира. И сейчас уже проводим, как говорится, своими силами. Вообще спонсоров у вас нет для проведения такого рода, скажем, турнира? Ну, я вам ответил, что Примария. А как вы думаете, самому Ивану Серафимовичу понравилось бы то, что турнир продолжает жить? Ну, знаете, первые слова, когда открываю турнир при построении, первое, что я говорю и всегда говорю, и да, и все ребята, и все гости, которые команды участвовали, например, в последнем турнире, та же самая Чадурлунга, он был первым тренером футбольного клуба «Саксон», они все его прекрасно знают. Та же самая Бессарабка, с которой мы часто играем. То есть все люди знают его, прекрасно знают его, и первые мои слова при открытии этого турнира, я всегда говорю, что этот человек, как говорится, засыпал с футболом и просыпался с футболом. Если акцентировать лично на мне, я очень тяжело начал в футбол играть. Команда, как говорится, меня не приняла, потому что я был племянником его.
У меня тяжело началась, как говорится, моя карьера, хотя я успешная. У меня карьера, я по его подсчетам самое много игр сыграл, самое много голов забил я в период определенный. Я говорю, что у меня очень тяжело началась карьера, не получалось многое. Он, несмотря ни на что, несмотря на то, что команда меня не принимала, он упорно ставил меня в состав, упорно говорил, будет. Пришло время, я оправдал его надежды. За это ему очень большая благодарность. Поэтому я сказал, что даже если не будет спонсоров, я на свои деньги буду проводить турнир. А вы в каком возрасте пришли в футбол? Я пришел в возрасте футбол. Честно сказать, я футболом занимаюсь с 10 лет. Но до того, как я приехал в Тамай, мы жили в Чемишли. То есть начала играть просто дворовой футбол в Чемишли. Как все ребята? Да, как все ребята. Мы были поколение Советского Союза. То есть мы вышли с дворового футбола. И когда в конце 80-х годов я переехал с семьей в Тамай, и вот тогда потихоньку. Был период, когда я после школы уехал учиться, тоже сказалось, и когда я уже вернулся в село. Главное, что вы оправдали все надежды своего дяди. Александр, каким человеком был Иван Серафимович за пределами футбольного поля? Целеустремленным его знали практически все здесь, на юге. Человек, который сделал очень много хорошего, добрым, отзывчивым, всегда старался помочь. И нам, как футболистам, воспитанникам, возил нас на игры на своей машине, находил связи. У него были связи в Англии, давали нам инвентарь, бутсы. Это о многом говорит о его характере, что он это делал с душой. А кто из вас знает, кто учил его футболу? Кто был его преподавателем? Вы что-либо знаете об этом? Насколько я помню, потому что в свое время он окончил Ивано-Франковский спортивный институт, техникум. И я тоже, первое, что у меня было, когда я вышел со школы, когда окончил среднюю школу, идти именно на тренера, потому что с детства мне понравилось это. И вот я пошел по его стопам, я поехал поступать в Ивано-Франковский спортивный техникум, но у меня не получилось поступить. Многие знали его как легендарного тренера. А каким его запомнили жители Тамая, ребят? Это надо, думаю, что вопрос акцентировать именно конкретно жителям Тамая. Вы тоже являетесь жителем Тамая? Да, мы тоже являемся. Могу сказать свою точку зрения, каким он для меня был, а может, другие люди считают по-другому. Для меня, что он очень многое сделал для села. Он старался поднять футбол, работал с детьми. Это уже о многом говорит. Даже благодаря ему у нас сделали стадион. Если бы не он, я думаю, что у нас до сих пор было, как у многих сел, открытое поле, без раздевалок, без ворот. Для меня он очень многое сделал для села, именно для спорта. Вот это я хотела услышать. Да. А каким он был строгим наставником? Давайте я сделаю реплику по поводу того, Саша. Я помню, что именно благодаря его упорству у нас же тоже был стадион открытый. В свое время, еще с советских времен, оно было огорожено штакетками. Пришел распад Советского Союза. Как говорится, кто по ночам, кто как, что мог, унесли. Стадион был открытый. Благодаря его настойчивости, упертости, желанию была гуманитарная пшеница тогда. И вот он, теряя свое время, отдавая душу и переживая за стадион, ходил по селу, собирал подписи. Кто мог, отдавал свою гуманитарную пшеницу на это дело. То есть он собрал эту пшеницу, по факту, кто что отдал. Сдали эту пшеницу, на эти деньги были приобретены плиты, которыми закрыли полностью стадион. И на эти же деньги было восстановлено само здание стадиона. То есть был сделан внутренний ремонт, был сделан наружный ремонт, были сделаны душевые.
С тех пор. Вот. С тех пор даже. Да, с тех Это пор, времен даже. я еще помню тогда, когда мы тогда тоже, он взял, собрал команду, мы 2 дня заливали крышу бетоном, то есть он Помогали организовал чистить, это, да. что мы взяли это, сделали безвозмездно, как говорится, меджилян, тупландык, яптык, инститик, они таужчиксын ишлер. Так он является примером для вас, ребята. Да. Почему память о нем до сих пор объединяет столько людей? Как думаете, кто из вас ответит? Ну, потому что он оставил значимый след в футболе. Он оставил значимый след в футболе, потому что, вот смотрите, Александр привел пример, что вот он до 15 лет занимался в селе. Я вам скажу, что именно в те года, это было 15-16 года, да, Саша? Нет, чуть 13-й. 12-13 год. Да. Самая большая плеяда спортсменов, которые учились и играли за спортлицей, это тамайские. Да, очень много детей. Да. Он доводил до такого уровня, что были определенный возраст, с этого возраста он передавал уже ребят дальше. То есть он привил любовь именно к этому виду спорта. А есть ли история, ребята, которая лучше всего характеризует его как человека? Кто из вас ответит? Давайте я. Пожалуйста. Я еще был маленьким, как раз в Чадронге они хотели создать команду по Б. На тот момент я был самым маленьким. И вот он всегда меня брал с собой на тренировки. Мы там раза 3, по-моему, в неделю занимались. И вот там тоже была помощь, бутсы. Я вот такой маленький, все там старше меня. Вот открыли коробку, вот так бутсы, и говорят, выбирайте бутсы. А я маленький еще, ничего не знаю, и там он говорит, ты давай тоже будешь уже в команде с ними бегать, тренироваться. И вот это были мои первые бутсы. А в этом году участвовали 4 команды. Насколько напряженная получилась борьба, Александр Иванович? Я вам скажу, что именно вот этот год был одним из самых интересных, да? И самых напряженных, потому что именно результат первого места зависел именно от в последней игре. Так получилось расписание, что именно Бессарабка и Тамай перед началом матча претендовали на первое место. И именно в очной встрече решилось, или Бессарабка выигрывает чемпиона, даже им хватало ничьи. Да. Им хватало ничьи, а нам надо было обязательно выигрывать. Нам надо было обязательно выигрывать, и мы сделали это. Мы сделали этот результат. Хотя перед этой игрой с Чадрлунгой сыграли очень, как бы сказать, были моменты, Да. но не реализовали свои шансы и сыграли по нулям. А кто, на ваш взгляд, особенно проявил себя? Я вам скажу, что это первый турнир, когда я подключил 3 ребят молодых. 3 молодых ребят. И очень хочу отметить Егора Ямбогло. Он дебютировал на этом турнире. Раньше мы его пару раз брали за нас играть. Но реально он показал себя красавчиком. Да. Это его тренер. Парнишке 14 лет, но он забил 3 гола. Да, уже подтягиваем постепенно молодежь. 2 игрока у нас 14-летних дебютировали. И мой племянник, ему 13,5 лет, он тоже дебютировал. Браво. Футбольная команда «Тамай» стал победителем. Это закономерный итог? Я считаю, что да. Мы заслужили в этот день поднять этот кубок, потому что долгое время мы не могли. Все не получалось, не хватало чего-то нам. Но в этом году мы заслуженно взяли первое место и по игре, и по всему. Как профессиональные тренеры, что можете сказать об уровне сельского футбола сегодня? Ой, конечно, уровень оставляет желать
улучшил, потому что нету молодежи. Но мы стараемся, кто есть в селе, еще участвовать в турнирах, в чемпионате Гагаузии. Находим из других городов все, чтобы наша команда сельская участвовала в чемпионате Гагаузии, в Кубке. Да, сложно, но Александр тоже работает, организовывает, ищет игроков, находит. Поэтому наша команда сельская не пропустила еще ни одного чемпионата Гагаузии. Что можете вы сказать именно об уровне сельского футбола сегодня? Я поэтому, знаете, промолчал, потому что, как говорится, этот вопрос акцентирует, идет именно как я работаю. Хотя, если честно сказать, с первых дней я не имею ни ставку, ни ничего. Я работаю просто на своем энтузиазме. Сколько лет так, извините? 6 лет. Я уже вот как... Нет, 5 лет. 5 лет, как Иван Серафимович нас покинул. У нас два молодых тренера, Александр Петрович и Валерий Иванович. Оба они тренеры в Камрате. И в силу того, что, как говорится, в силу их незанятости, они решили, что они не осилят. Работаю я безвозмездно, без зарплаты, без денег. То есть это мой энтузиазм. Пока у меня будет силы, пока кто-то не придет более серьезный и скажет: Александр Иванович, до свидания. Дай работу молодым, мы хотим работать. Я сразу скажу: ребят, вперед. То есть готовы уступить? Я всегда говорю, придет человек, я сразу. Знающий и любящий свое дело. На данный момент мы сейчас, вот у нас долгое время футбольный клуб не был оформлен. Сейчас я закончил регистрацию. Наш примар отказался брать на баланс примарии футбольную команду. И нам пришлось, я, Александр Петрович, вместе мы сейчас оформили клуб. Так что по факту сейчас этот клуб как бы является частным. Что я, конечно, противник этого. На данный момент вот так. В силу того, что вот вы задали вопрос, как мы ведем футбол. Сказать честно, учитывая то, что ситуация, какая сейчас происходит в стране, молодежь уезжает на заработки, у нас идет очень большая ротация. То есть ребята приезжают, ребята уезжают, ребята приезжают, ребята уезжают. И потихоньку, говорю честно, футбол идет на упадок у нас в селе. Несмотря на то, что вы постоянно выигрываете и постоянно подключаетесь во все, скажем, чемпионаты. Идет, я имею в виду то, что не на упадок, потому что Александр Петрович, он делает все возможное. Я помню тот момент, когда он тоже подходил, первоначально начинали работать, говорит: что будем делать? Я говорю: что пойдем? Пойдем, надо пойти в школу, дать объявление, пройтись по классам, поговорить. Он тоже начинал, у него первые дни было 2-3 человека, 5 человек на тренировке. Сейчас он создал группу, заинтересовал детей. То есть, нет, футбол у нас развивается. Тяжело у нас немножко со старшим поколением, именно со старшим. Вот именно с командой, которой занимаюсь я, потому что в силу того, что люди уезжают на заработки, у нас постоянно. И уже второй год мы играем с староклийскими ребятами, объединенной командой. Но несмотря ни на это, как бы, чтобы тяжело бы не было бы, мы не пропускаем ни одного турнира по Гагаузии, по югу Молдовы, ни одного чемпионата Гагаузии. Даже в прошлом году мы были призерами чемпионата Гагаузии. В очень тяжелой борьбе мы взяли 3-е место. Хотя по прогнозам всех мы должны были быть вторыми после Саксен Чадерлонги. И, ребята, последний вопрос, потому что программа подходит к концу. Насколько важно, чтобы молодежь знала историю своих тренеров и спортсменов? Александр, кто-то из вас? Сейчас я скажу. В любом случае мы должны знать свою историю, потому что вот в чем еще один из факторов профессионализма Ивана Серафимовича. У нас на стадионе есть все рукописи, все записи его. Он с первого дня своей работы каждую игру фиксировал, какой состав, как сыграли, кто забил. И вот
это часть истории, которую мы должны показывать нашим воспитанникам. И зная этого человека, и зная, как работается тренером, и какая ноша тренера, так же, как Саша знает это, так же и я знаю, что такое ноша тренера. У нас нету просто выбора не помнить этого человека. Ben ne isteyeyim size söylemeye çok sağ olasın sani bulduğunuz vakit katıldığınız bugün Gagauzya Gündem programmasına sevindirir hem de meraklandırır o işi hangisini çekittirmiş kendi vakitinde Ivan Serafimovic Nizyalka bakmadan bir şey nereden de İzmir rüzgarsız bu kadar onun seven işini onun hem de sizin doğma yerinizde ilerledirsiniz. Bakmadan ona hani söyleyeceğiz büyük yaşta barışçı kuşakların sayısı futbolda biraz daha az diyeceğiz. Siz nişanladığınız kendi sözünüzde Alexander Ivanovic ama hep kadar siz savaşırsınız kaybetmemeye diyene onu ne kendi vakitinde bırakmış kendi ardından söyleyeceğiz Moldova devletinin şanlı sporcusu. Futbol o kadar bir meraklı spor. İnsan her biri anlasın maalesef genç uşaklar hangileri gelirler futbola hani. Yılk bunlar kaybettirirler kendi sağlıklarını. Da böyle sporculara больница dil lazım. Sport kaybettirir. Hem de uzaldır insanların yaşamalarını. Allah başlasın uzun ömür size. Hem de o işi seven işinizi hangisini siz götürürsünüz bugünkü günlerde gene söyleyeceğim, tekrarlayacağım hani bakmadan bir şey hem kimseye o sadece ilerlesin da ne kadar daha sık siz katılasınız türlü turnirlere hem de şampiyonatlara. Saygılı seyirciler, Gagauzya yaşayanlar hem de misafirler Gagauzya Gündem programması yaklaştı sonuna. Tabi sesim getirmeyesin aklınıza. Hani bugün bizde stüdyoda bulundular. Tomay Köyü futbol komandanın treneri hem Ivan Serafimovic Nizyalka anması için turnirin kurucusu Alexander Zemogla hem Ivan Serafimovic Nizyalka'nın yöneticisi futbol treneri Alexander Beko. Kalın bizimle kalın. GRT kanalında korunuz kendinizi hem de kendi yakın insanlarınızı.